Для меня это первый и уникальный опыт работы онлайн в столь большой группе. Лекции смотрело больше 100 человек. Несомненно, это было сложно сделать, поскольку не видно живых глаз, не видно, не слышно голосов. Но при этом видно, что профессиональное сообщество заинтересовано в новых знаниях, и люди активно задавали вопросы, присутствовали на протяжении всей полуторачасовой лекции 4 дня в неделю каждый день и активно принимали участие в материале. То есть чувствовалась какая-то человеческая близость, несмотря на то, что форум был проведен онлайн в абсолютно новом режиме. Для меня какой-то новый, интересный очень опыт, и я рад, что тоже мы с двух сторон нашли понимание и согласились на вот эту неограниченную регистрацию. Мне кажется, вот в этом количестве людей тоже есть какая-то сила, и вот эта важность, что мы все сейчас, находясь в каких-то разных точках и не имеющие возможности вместе встретиться, не ограничились в количестве, а именно всей этой группой и нашли какую-то общую точку, общую коммуникацию, на самом деле общее какое-то время, которое мы вместе проживали. Впечатление очень хорошее, то есть я рад, что набралось такое количество людей, и многие, грубо говоря, вообще-то практически все дошли до конца, несмотря на то, что спорный очень формат. И, опять же, судя по фидбэку и какой-то обратной связи, очень многим это дало какое-то новое понимание или там свежий, или какой-то способ, возможность пересмотреть то, чем они занимаются. И, в общем-то, в этом была моя цель, и я рад, что этой цели мы, как мне кажется, вместе с вами смогли достичь. Мне очень интересно, и я удивлена, что столько людей вообще заинтересованных, и в такое прекрасное лето, по такую погоду, они хотят сидеть дома и слушать про театр. Была тема взаимоотношения творческой группы и постановочной части в процессе работы над новой постановкой. И эта тема оказалась очень насущной для всех участников форума. И был очень большой отклик, очень много вопросов и по ходу обсуждения, и после. Вопросы задавали действительно очень интересные, с конкретными ситуациями, которые у людей происходят в театрах. Сложно, когда ты сидишь один, с небольшим штатом, тебе не с кем посоветоваться, а вот в формате форума это просто замечательная площадка для обсуждения таких насущных проблем, ситуаций, когда можно свою проблему рассмотреть с разных сторон, с разных позиций, разных специалистов. Я считаю, что это неравнодушные люди, которые стремятся узнать больше, и мне кажется, что у нас получается с ними наладить контакт, и они устали уже веселиться, сначала все были напряжены, а сейчас все уже хорошо, мне нравится, очень плодотворно. Есть отдача, есть вопросы, и многие вещи мы заново перезагружаемся, так как мы онлайн. И поэтому такой термин перезагрузки и актерского существования, и понимание, поскольку мы работаем с марионетками, что такое кукла и как к этому идти. И как идти к тому, чтобы она ожила, и чтобы это было правдой. Так активно, также в работе насыщенно, очень много вопросов, которые хочется успеть обсудить, как всегда на это времени не хватает, потому что предмет настолько обширный, настолько объемный, что, конечно же, ответить на все вопросы не получится. Я иногда сам задаю эти вопросы, чтобы на них ответить, потому что не могу их услышать от наших участников или слушателей, но они, мне кажется, очень важны и логичны в том деле, которым мы с ними сейчас занимаемся. Поэтому, в общем, каждый день что-то приносит, чему-то учит. Где-то мы подробно останавливаемся на проработке конкретных деталей. Да, сегодня мы прошли довольно быстро и стремительно, как мне кажется, через тренинговую часть, но много времени потратили на артикуляционную разминку, подробно выполнив все упражнения. И занимались больше, чем, допустим, вчера уже, как мне кажется, занимались текстом Шекспира. Это, наверное, самый необычный форум Наурус в этом году. Все поставлены в такие условия, приходится приспосабливаться. Но мне ужасно интересно со своими участниками семинара работать. Я просто вижу, что огонь в глазах горит.
все работают с большим интересом. Мы пытаемся вложить в эти 8 дней то, что обычно там студенты-театроведы изучают в течение 5 лет. Но вместе с тем, это, мне кажется, это какой-то толчок к тому, чтобы люди дальше развивались самостоятельно, чтобы они дальше интересовались живым театром. Здесь результат не настолько главный, как процесс, потому что, да, как-то мы никогда не думали сделать постановку, полную постановку. Мы думали, что мы будем делать маленькие такие этюды, маленький эскиз на тему Достоевского, и они получились больше, чем мы думали. Где-то показ, конечно, показ длился больше часа. И я очень как-то рад, чтобы опять подтверждать, что театр России это что-то иное, чем в другом мире. Спасибо большое, театр Камала, все, потому что замечательный театр и замечательный фестиваль вы организуете. Мое отношение к онлайн-образованию с каждым днем и с каждым опытом, с практикой, все улучшается. Мне нравится. Мне кажется, что онлайн-образование открывает, во-первых, другую педагогику и другие технологии и других учеников. Это совершенно иная школа, и мне кажется, тут скрываются большие перспективы. И мои исследования показывают, что направление выбрано правильно. И думаю, что этот наш форум, он еще раз подчеркнул важность исследования этого нового онлайн-образования, цифровой педагогики.